говорит, я хочу покакать при всех, например. Или... В каком классе? Ну, это еще первый. Это еще в первом. Ну, а остальные дети так не поступают. Нет, нет. То есть это отдельный, ясно определенно дефинированный ребенок, который, Ну, да, значит, да. Так. Вот, потом, например, Который находится в классе именно по линии инклюзии, да? Да, да. Так. Значит, или у ребенка трясется рука. Вот он сидит на уроке, а у него трясется рука. Вот как можно проводить урок, объясните. Или у него там слюна течет. Или у него, ну, например, они идут в столовую, да. Учитель, есть эти тьюторы, на тьюторов огромное количество денег. То есть то, что закрыли эти спецшколы, сделали хуже. Что такое тьюторы? Это сопровождающие, которые этих инвалидов должны довести до столовой, до другого класса, а их, есть, которые могут ходить, их водит учительница, да. Они, например, ходят, но с трудом, но ходят, да. И где-то их может вести учительница, а ей еще целый класс нужно сводить в столовую. И вот идет учительница с этим едва колдыбающим ребенком, дети уже орут, вещат, кричат, они хотят прием или нет? Это без тьютера. А есть случаи, когда назначаются тьютеры по каким-то медицинским показаниям. К отдельному ребенку, то есть тьютер назначается к отдельному ребенку какому-то, да, который решает органы инклюзии, что ему нужен тьютер. Да, то это решает медкомиссия. Другому ОПРнику, у которого там течет слюна и прочие выделения, решают, тьютер не нужен, и тогда он ложится на учителя. А Нет. какому-то решают, что нужен тьютер, и с ним ходит тьютер. Смотрите, эти инвалиды, у них дефектологи с ними занимаются. На основных предметах их забирают. Они не совсем классом. Но на неосновных предметах они с основным классом, классным частным и так далее. Все равно... Что значит... Стоп. Что значит основные предметы? Математика, русский, там, чтение. То есть нормальное обычное образование, они не находятся в классе, то есть... Нет, и они же учатся... То есть во время уроков основных предметов деструкция не происходит. Да, и, по-моему, они 5 лет учатся в нашей школе, а не 4. Да. Даунов истребляют в утробе. Дело в том, что Даунов, значит, с вероятностью там сколько-то десятков процентов диагностируют так называемая внутриутробная диагностика, и они истребляются в утробе. Вот. Эти же программы фондов, они продумываются комплексно. Их не придурки, не те, кто на местах, значит, это качают там и мантрят там какие-то лозунги и всерьез их воспринимают иной раз, да, вот. А продумывается конкретно, то есть, чтобы поднять градус неприязни населения к дефективным детям, чтобы нагнать страшную боязнь родителей родить дефективного ребенка. Вот, потому что родился дефективный ребенок, если есть для него там свои какие-то рамки. Вы знаете, таких сейчас стало больше раздаться. Вот. А тут, таких детей стало раздаться почему-то больше. Конвейер убийства внутриутробного. Вот. Ну, хотя дауны тоже все-таки иногда родятся. Как мило объясняла, значит, одна гинекологиня по внутриутробным, значит, вот этим делам, да, диагностике так называемой, что они вот иногда прячутся и скрываются. Но они не хотят, чтобы их убили в утробе. И, значит, иногда они рождаются. Ну и понятно, что малейшие там подозрения, которые в большинстве случаев в достаточно большом проценте распознают. Другие всякие дефекты, это распознавание, это 5% вероятности. Родителям уже говорят, убивайте, потому что родится, значит, дефективный. Вот, ясно, значит... Те, у кого по медицинским показаниям, что они сами не могут передвигаться, им назначают тьютера. Тьютер сидит на коридоре во время, например, в
старшей школе они ходят со всем классом. Только в младшей школе их на отдельные предметы забирают дефектологи. В старшей школе. С какого класса они сидят на всех предметах? С 5-го. С 5 класса сидят на всех предметах, хотя программу основных предметов до предыдущего класса они не прошли. Они, усвоили, но не в том объеме, как обычные дети. Это раз. А с 5 класса их сажают изучать продолжение обычного объема. Обычно и отдельных программ для них не создано. Великолепно. И они, например, я вот в 5 классе детям рассказываю что-то, а этому ребенку я должна опять алфавит объяснить, потому что он еще до сих пор алфавит не понимает, он не может понять. То есть ему я должна подготовить, как учитель, индивидуальное задание. Ребенок в 5 классе приходит в 5 класс, и он с алфавитом хреново еще знаком. Я вам тем, у кого по медицинским показаниям, что они сами не могут передвигаться, им назначают тьютера. Ага. Тьютер сидит на коридоре во время, например, в старшей школе, они ходят со всем классом. Только в младшей школе их на отдельные предметы забирают дефектологи. В старшей школе. С какого класса они сидят на всех предметах? С 5-го. С 5 класса сидят на всех предметах, хотя программу основных предметов до предыдущего класса они не прошли. Они, усвоили, но не в том объеме, как обычные дети. Это раз. А с 5 класса их сажают изучать продолжение обычного объема. Обычно и отдельных программ для них не создано. Великолепно. И они, например, я вот в 5 классе детям рассказываю что-то, а этому ребенку я должна опять алфавит объяснить, потому что он еще до сих пор алфавит не понимает, он не может понять. То есть ему я должна подготовить, как учитель, индивидуальное задание. Ребенок в 5 классе приходит в 5 класс, и он с алфавитом хреново еще знаком. Я вам... На основных предметах до 5 класса. Значит, с 5 класса они обучаются по общей программе. Они ее не способны усваивать, как все, ввиду своих физиологических данных. И они, конечно, очень много внимания берут на себя, отвлекают и учителя, и учащихся. Бывает, они себя ведут неадекватно. То есть с 5 класса тоже может быть неадекватное поведение. Разные они есть. А вот, например, один взял, разделся догола и начал бегать. У второго слюна течет, у 3-го рука трясется, 4-й косоглазый, ничего не видит, в очках ходит, и ноги крестиком еле-еле. То есть, а в школе дети бегают, они же его, конечно, будут толкать и обзывать. Конечно же... На основных предметах до 5 класса. Значит, с 5 класса они обучаются по общей программе. Они ее не способны усваивать, как все, ввиду своих физиологических данных. И они, конечно, очень много внимания берут на себя, отвлекают и учителя, и учащихся. Бывает, они себя ведут неадекватно. То есть с 5 класса тоже может быть неадекватное поведение. Разные они есть. А вот, например, один взял, разделся догола и начал бегать. У второго слюна течет, у 3-го рука трясется, 4-й косоглазый, ничего не видит, в очках ходит, и ноги крестиком еле-еле. То есть, а в школе дети бегают, они же его, конечно, будут толкать и обзывать. Конечно же... Хреново еще знаком. Я вам скину, нам сказали опрос пройти для вот этих детей, которые в инклюзии. Кто-то, видимо, пишет диссертацию там наверху. И я вам скину, там очень много вопросов, и по этим вопросам вы поймете, что учитель должен все что угодно писать вокруг этого ребенка,
всякие дополнительные задания, более сложные, более легкие. образовательный процесс. Ну, учительнице тяжелее вывести этого ребенка вместе с братом в столовую, куда-то выйти с детьми, ей уже дети побежали, а она еще с этой коляской тащится. Ясно. То есть выход класса, Например, фактически это производит иммобилизацию класса коляски. Достаточно одной коляски, чтобы было полное лада. То есть ученица должна оставаться с ним. Соответственно, класс ну остается это, без... ну как бы немножечко детей затормаживает, я не знаю как. Ясно, ясно, так, понятно. Теперь, в каких случаях вот есть такая реальность, что класс выходит куда-то как класс? В столовую, на физкультуру, на пение, ну на какие-то предметы, там на английский. То есть идет перемещение по школе, да, для изучения? Да, а в 5 классе, И не только ДТП, а бывает ДЦП. ну, знаете, что некоторые же инвалиды на домное обучение, мы к ним ходим, которым нельзя передвигаться и до школы как-то не доехать, не дойти, да? Только Если которые не надомное. могут до школы доехать, дойти, у них надомное обучение. Да. А если могут до школы его довести, значит он входит Да. в обычный класс. Так, ясно. Да, да. Ясно. Ну, там же по-разному. Есть, например, надомники, там, например, суицид был, да, или руку сломал, или не может ходить по ногам. Есть такое, что ребенок и пара суицида осуществил, да? Да. Ну, есть, знаете, вот как сумасшедшие, которые боятся всего, тревога у них повышенная, и мы к ним ходим на дом. Да. Ну, то есть это все всякие, значит, врожденные, в основном, расстройства просто психофизиологического развития. Наверное. Так. И тот момент, когда такой, значит, его можно без эксцессов в школу, да, привозить, его привозят в школу и пихают в обычный класс. Ну, если он ходячий и хоть что-то соображает, хоть какие-то буквы, то его приводят в школу. Так. А не ходячие таки, может, привозят на коляске, если он на коляске сидит. Ну вот если еще, ну как бы можно его привезти, то привозят. Есть колясочники. Раньше не было. Раньше колясочников вообще не было в школе. Теперь есть. Ясно, это инклюзия, да, продвигается. Да, это инклюзия, да, продвигается. Так, понятно. Теперь, значит, ну, а вот те, кто не, ну это мы, значит, с колясочников довольно подробно осветили. А теперь те, кто не колясочники, значит, что у них там, собственно? Ну, они, например, ходят, но с трудом. Например, там у них подкошенные ноги, у них закрученные руки. Я не знаю. Ну, да, Или одна рука нерабочая, например, да, одна рука нерабочая. Вот в этом случае они в школу ходят и уже обучаются вместе со всеми. Но их тоже, вот к ним, которые очень совсем плохо ходят, назначаются тьюторы. Тьютор – это сопровождающий, который может или на уроке с ребенком находиться, или ждать, как урок пройдет, чтобы его перевести в другой кабинет, потому что учительница не в состоянии его найти. Тьютор назначается один тьютор к одному ребенку. Да, это да. дикие деньги, то есть это просто зарплата. Да, это гораздо больше. Еще выплачивается так. И да. это решают, значит, паханы инклюзии. Кому тьютор. А еще вы знаете, что пришла мама и говорит, что назначьте меня воспитателем к моему ребенку, и чтобы она еще деньги получала. Но не она, а бабушка. Да, то есть она получает деньги за инвалидность за ребенка, и еще бабушку оформляет тьютором, и получает как воспитатель бабушка деньги. Получается, ну, фактически... Можно на ребенка дважды получить деньги. Государство, расчетного плательщика, и это якобы освобождает государство
государства от расходов на спецучреждения. Да, спецучреждения, конечно, были лучше. Так, ни хрена себе, ни хрена себе. Но их закрыли, понимаете, их же закрыли. Так, а работники спецучреждений куда делись? Ну, Да, видимо, ведь их сократили или куда-то распределили по каким-то больницам, там, куда их там, где они обычно этими олигофренами находятся. Куда-то распихали их, а кого-то сократили. Может, кто-то в школы пошел дефектологами. Потому что дефектологов увеличилось количество. Если раньше был 1-2, то теперь их 5. Их все больше и больше. Потому что таких детей все больше. Да, естественно, потому что, собственно, за исключением считанных процентов населения, нация потеряла нормальное деторождение, в общем-то, и, собственно, первый ребенок рождается в возрасте после 30 лет уже в Минске. Там уже шансы на рождение нормального ребенка, они идут вниз, и раздолбанные матки, в них дети не держатся, соответственно, раздолбанные абортами и этими абортивными таблетками. Вот. И раннее рождение, собственно, недоношенность, это тоже путь, то есть практически неизбежно это будет обферник. Ну и плюс эко тоже подает свои проценты. То есть картина на самом деле уже... А старшую школу переходит таким же составом. То есть если ты в классе, если повезло, да, вот были Ваня и Федя, да, Ваня и Федя, значит, это один над другим, предположим, случилась катастрофа в процветающей белорусской семье, и родились не один, а аж 2 ребенка с промежутком в год. Убивать в утробе не стали, и вот, значит, у них есть 2 сына. Ваня и Федя пошли в младшую школу. Так, Ване повезло, он оказался в классе неинтегрированном. Так. А Федя оказался в классе интегрированном. Вот они прошли 5 класс, дальше, значит, они поступают в среднюю школу, вот они в 5 классе, классы продолжаются. То есть Ване как повезло учиться без общества олигофренов, так он и продолжает. А Федя со своими олигофренами продолжает дальше и среднее образование. Ну да, так примерно оно происходит. Ясно, ясно. Ну и догадайтесь, какие успехи в обучении будут у Вани и у Феди к окончанию школы при прочих равных условиях. Ну, примерно так, ну. Ясно. На успехи никто не смотрит. На успехи никто не смотрит. В обучении главное отчитаться перед глобальными фондами, что мир процветает, и они отсыпят там своих грантов соответствующей команде. Да, если учителей требуют дополнительные карточки создавать для этих детей, им побольше внимания уделять, с поклоном к ним относиться, уважать, там, почитать этих детей. Ну, понятно. То есть это фактически означает, что образование остальных детей, оно вообще не интересно. Оно интересно, просто этим, ну, как бы, нет, интересно, конечно, все проверяется. Учителя хотят сделать 2 учителей, да, по факту. Да. Не получится же из одного учителя 2 учителей никак, да? Да, тяжеловато. Иногда даже не хватает, ну, какого-то психологического образования. Но не хватает ни моральных, ни физических сил человеку. Грубо говоря, говорят, беда, коль сапоги начнет точать пирожник. А пироги есть сапожник, да, учитель, который Тут лучше, чтобы кто-то учить специализированный был. хорошему, доброму, вечному, обычных, значит, людей маленьких, он не является тем, кто клинически, психологически должен заниматься с олигофренами и с инвалидами. Ну, да,